Доброе утро, дорогие телезрители! Программа «Утро Якутии» приветствует всех, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Якутия-24 приветствует всех и желает всем бодрого утра. Да, и в первую очередь самим себе бы тоже этого пожелать и достигнуть. Ну, на самом деле, каждое утро мы просыпаемся для того, чтобы проснуть вас, как бы это ни звучало, и, надеюсь, с этим все прекрасно справляемся, потому что вообще статистика показывает, что люди, которые по утрам включают «Утро Якутии», смотрят весь эфир от и до, что называется, у них день всегда проходит замечательно, поэтому, если вы сейчас нас смотрите, досматривайте до конца, и все у вас сегодня будет хорошо. Паш, ну сегодня мы начнем наш эфир с такого небольшого обсуждения, да? Конечно же, про тот самый сон, с которого мы только что практически вышли, да, с тобой, так как мы уже в прямом эфире. Да. Итак, интересное открытие. Исследователи из Монреальского университета в Канаде сделали неожиданное открытие о том, что люди могут получать именно достаточное количество сна, даже если им кажется, что они проводят половину ночи, пялясь в потолок. В ходе своей исследовательской работы канадские ученые проанализировали 20 добровольцев с хорошим сном, чтобы узнать, как они оценивают качество собственного сна на основе их сновидений. Отмечается, что ученые провели эксперимент, в ходе которого участников 12 раз будили в течение ночи и опрашивали их о том, спали они или нет, насколько глубоко они спали, а также о том, что последнее было у них на уме и насколько они были погружены в сновидения. В то же время исследователи замеряли мозговую активность испытуемых, чтобы определить, действительно ли они спали и в какой они фазе сна находились. К удивлению специалистов, участники зачастую утверждали, что они бодрствовали, хотя на самом деле они спали. Наиболее часто это наблюдалось в ранних фазах сна, которые проходят без сновидений. То есть, Паша, иногда, когда ты думаешь, что ты не спишь, на самом деле ты спишь. Да. Вот у меня вот такой сон бывает в рабочую неделю. А я вот думаю, какие прекрасные люди живут, вероятно, в Канаде. Вот их среди ночи разбуди, просто так спросить, как поспал, нормально, а он такой, да, все, ответил. То есть бывает же такой неглубокий сон, да, и ты думаешь, что ты все слышишь вокруг, и ты не спишь, на самом деле ты находишься в глубоком сне. Да, ну а я просто про другое, что бывает такое, что ты человека среди ночи будешь и многое о себе узнаешь нового. Ну, интересно, конечно, исследование, ну а мы движемся далее. Вот сегодня, Паша, кстати, на 24 апреля, да, именно сны, которые были сегодня, говорят, что они покажут правильный путь. Видение может быть смешным, интересным или кошмарным. Такое сновидение вовсе не предвещает хорошее или плохое, а только показывает ценную информацию, которую нужно попытаться расшифровать. Да, поэтому предлагаем всем вспомнить, что же сегодня приснилось, да, ведь прошло совсем немного времени. Ну и, собственно, попытать расшифровать тот самый сон, потому что сегодня, говорят, вот сон, он предвещает интересные вещи. Вещи, фактически. Да. Ну а мы переходим далее. Наша постоянная рубрика «Даты и события». На календаре 24 апреля. Сегодня Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных. По народному календарю Антип Водогон. В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Также Антипа называли Водогоном, поскольку в его день половодье было на самом пике. Этот день в истории. В 1682 году в Пустозерске сожжен Аввакум Петрович, глава старообрядчества. В 1833 году запатентована газированная вода. В 1916 году в этот день в Дублине произошло восстание, вошедшее в историю как Красная Пасха. А в 1964 году, 24 апреля, в Копенгагене обезглавлена русалочка. В этот день родились Вера Романова, русская княжна императорской крови. Барбара Стрейзанд, американская певица, актриса, композитор, режиссер и продюсер. Жан-Поль Готье, французский модельер, президент собственного модного дома. И Ирина Чащина, российская гимнастка, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта. Именины сегодня отмечают Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор и Яков. Очередной день без именин моих. Но это, конечно, ничего страшного. День все равно будет прекрасен, потому что утро Якутии по утрам всегда заряжает на прекрасный день. А прямо сейчас узнаем, что нас за окном ждет, какая погодка.
погоды на сегодняшний день. В центральных районах республики ожидается температура воздуха от 0 до +2, в заречной группе от +1 до +6, в южных от 0 до -2, в Вилюйской группе +1, +2, в Нижнеленских 0 градусов. В западных районах от -1 до +1, в Колымо-Индигирской группе Улусов от -13 до +4, в Янских от 0 до -8, на северо-западе от -8 до -12. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила +2 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики облачно, возможны осадки, ветер 3 метра в секунду, температура воздуха днем прогреется до отметки +6, +8 градусов. Ну, прям весна, красна, +6, +8. Мое любимое время года, Паша, потому что вот осень, весна, они так определенно радуют, вот, наверное, своей такой какой-то красотой. Несмотря на то, что даже слякоть на улице, утром, видя солнце, сразу хочется действовать, радоваться, в общем, порхать и летать. Ну да, если это солнце не светит вам в глаза. Ну и, кстати говоря, вот весной, Паша, многие люди отмечают появление учащения головных болей. Ты с таким не сталкиваешься? Ну, мне кажется, не только с весной это может быть связано, потому что очень многие, ну, голова наша главная часть тела, наверное, да? Ну, в первую очередь, это, конечно, связано с колебанием погоды и изменением атмосферного давления. Изменение продолжительности светового дня и колебания температуры воздуха может изменять естественные биоритмы. При этом происходит снижение выработки серотонина, того самого гормона счастья, да? Особенно вещества, от которого, собственно, и зависит наше настроение и способность противостоять боли. Причины появления симптомов и лечения мигрени в рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Мигрень – это достаточно распространенное неврологическое заболевание, характеризующееся повторяющимися сильными головными болями, часто сопровождающимися тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету и звуку. Выделяют два вида мигрени – мигрень с аурой и мигрень без ауры. Примерно у половины пациентов вначале возникает фаза предвестников, продром так называемый, проявляющийся раздражительностью, подавленностью, усталостью и иногда повышением аппетита. У трети пациентов с мигренью присутствует аура. Перед приступом головной боли появляются различные симптомы, длящиеся не более часа. Затем наступает фаза мучительной головной боли. Симптомы ауры могут быть различные. Наиболее часто встречается зрительная аура в виде появления перед глазами различных слепых пятен, вспышек света и зигзагов. Могут быть ощущения ползания мурашек, онемения половины тела. Огромное значение в предупреждении приступов мигрени играет анализ факторов, провоцирующих мигрень. Пациенту необходимо вести дневник головной боли, где важно отмечать частоту приступов, препараты, принимаемые для купирования приступа, факторы, провоцирующие приступ, например, метеоусловия, переутомление, укачивание в транспорте, голодание, избыточная физическая нагрузка, прием определенных продуктов питания, прием оральных контрацептивов, даты менструального цикла у женщин. Последующий визит к врачу с таким дневником значительно облегчит работу специалиста и позволит проанализировать факторы риска, провоцирующие мигрень. Важно обратиться к неврологу для исключения других причин головной боли. А профилактика при тяжелых и частых приступах может потребоваться лекарственное профилактическое лечение. Важное значение имеет образ жизни. Это регулярный полноценный сон, ежедневное пребывание на свежем воздухе не менее 30 минут, умеренные физические нагрузки, приятные хобби чтения могут помочь уменьшить частоту и тяжесть приступов. К альтернативным методам относятся акупунктура, массаж или йога, которые помогают очень многим пациентам. Будьте здоровы! Ну, кстати говоря, про причины головной боли, опять же, недостаток сна одной из причин является, безусловно, поэтому
жизнь вынуждает просыпаться рано, ложитесь просто пораньше спать, и все будет хорошо. Старайтесь к этому стремиться. Вообще, еще одним из вариантов нетрадиционного уже лечения мигрени является работа в огороде. Это и антистресс, и выработка эндорфинов, и абстрагирование от суеты и хлопот. Исследования показали, что в почве существуют антидепрессантные микроорганизмы, которые способны повысить настроение и улучшить общее благополучие. Взаимодействие с почвой имеет множество преимуществ для нашего психологического здоровья. Оно способствует снятию стресса и тревоги, что является важным аспектом в современном мире. Сегодня в рубрике «Сад-огород» мы поговорим о том, как и зачем нужно обеззараживать почву. Здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Роман. Сегодня мы разберем очень такую важную тему, как обеззараживание почвы, ну и вообще выбор почвы для посевов. Обеззараживать почву не то чтобы необходимо, но вот желательно, потому что даже вот покупная, тем более если вы используете свою там с огорода, она с патогенной микрофлорой, ну, с плохими бактериями условно, и необходимо ее подавить. Подавлять другими бактериями. Вот, например, фитоспорин, есть такой препарат, либо есть еще триходерма, он более специализированный. Поэтому я считаю, что триходерму лучше использовать, если вы используете свою почву, например, с теплицы, там, откуда-нибудь с участка. Фитоспорин же подходит, например, он более широкого спектра действия и подходит под покупную почву. А потом, что необходимо делать, чтобы, во-первых, сделать свою почву лучше, чтобы вы использовали ее нормально для посевов. Обычно мы используем почву из участка, которая подзоленная, почти как пыль, либо как глина. Ее надо структуру улучшить, поэтому можно смешать 1 к 1 с торфом, либо с покупной обычной почвой. Ну, либо в чистую использовать покупную почву. Обеззараживать, вот фитоспорин бывает в разных формах. Это, например, паста, из нее делается маточный раствор. Маточный раствор уже разводится на необходимый объем. И вот, например, здесь уже фитоспорин, и достаточно просто опрыскать. Таким образом. Ну, либо вот на большую. Вот так. Кстати, еще очень немаловажный факт, что вот покупные почвы, они идут с включениями. Например, вот перлит, кусочки камешков, но это же на основе торфа. Соответственно, ее надо, желательно просеять, потому что многие семена, например, там земляника, портулак, они очень мелкие. И просто вот эти включения мешают вырастать. Поэтому желательно просеять. Не домашним каким-нибудь кулинарным ситом, а обычной сеткой там, для заборов. Либо вот типа таких ящиков у овощников можно взять. Они, в принципе, бесплатно их могут отдать. Тут должна быть в 2 раза меньше отверстия. Вот это вот первичные такие основы. Спасибо. Ну что, дачный сезон уже в самом разгаре, и совсем скоро любители загородного отдыха отправятся на майские праздники на свои приусадебные хозяйства. Самое главное на данный момент – нужно убрать снег с участка. Работа с лопатой на самом деле является отличной силовой тренировкой. Главное в этом то, что оборудование для тренировки, оно, конечно же, чуть-чуть дешевле, нежели, допустим, спортивный инвентарь. И лопату, кстати, лучше выбирать удобную, с длинной ручкой, чтобы сильно не нагружать позвоночник. И, конечно же, перед работой с лопатой необходимо хорошенько размяться. На помощь придут наши советы по растяжке мышц. Доброе утро! Сегодня мы с вами немножечко потянемся. Этот комплекс можно выполнять как и утром перед работой, так и в течение дня, если вы находитесь на работе, которая малоподвижна. Итак, начнем. Постановка ног широкая, носки смотрят в стороны. Мы будем уходить в прогиб и подниматься вверх через круглую спинку. Таких у нас будет 3 повтора. На вдохе прогиб и на выдохе вверх. Еще раз прогиб и вверх. Далее остаемся в этом же положении и будем тянуть плечевой пояс в противоход. Плечо уходит в противоположную сторону. По 2 раза на каждую сторону. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1,
2. Далее уходим в центр, ножки разводим чуть шире и уводим себя в нижнюю точку, обхватив голеностоп. Начинаем тянуть спину в самую нижнюю точку, уводя все больше корпус назад. Добавляем пружинки. 3, 2, 1. И уводим ручки назад, добавляем тем самым растяжение. 3, 2, 1. Далее подъем с прямыми руками и прямой спиной. Собираем ножки вместе. У нас будет хват левой руки, и мы уходим в сторону. Тянем. 3, 2, 1. Уходим в диагональ, подкручиваем таз, разводим лопатки в стороны и тянем мышцы спины. 3, 2, 1. И снова в стороны. 3, 2, 1. Выросли в верхнюю точку, смена хвата. И все то же самое на другую сторону. 3, 2, 1. И в диагональ. Плечи опущены, лопатки разведены в стороны, таз подкручен. 3, 2, 1. И снова в сторону. 3, 2, 1. Вверх. Ручки уводим в стороны. Динамичное движение кистью. Растягиваем кисть. Ручки в замок. Раскрыли грудной отдел. Подняли ручки в замке. И поворот. Лево, право, лево, право, лево, право, лево, право. Закончили аккуратно, без рывков. Опускаем плечи вниз, расслабляем руки. Далее у нас с вами остается вдох и выдох. Выдох. И снова вдох. И выдох. И третий благодарственный вдох. И выдох. Собрали ручки, собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу. Всем плодотворного дня. Занимайтесь спортом и берегите свое здоровье. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Спрос на летние туры вырос на 20-25% по аналитике ресурса Яндекс.Путешествия. Большая часть этого роста приходится на страны дальнего зарубежья. Спрос на летние авиабилеты по этим направлениям вырос на 30%. Возросло и время планирования поездок. Пользователи стали искать и покупать билеты в среднем за 120-130 дней до путешествия, что на 10-14 дней больше, чем годом ранее. На поездки по стране россияне потратят примерно 11 дней, а на заграничные по 17-18 дней. При этом 82% россиян летом планируют путешествовать по стране. Страны дальнего зарубежья рассматривают 14%, а ближе 4%. Для выявления вредителей растений и овощных культур сотрудники Федерального управления Россельхознадзора Республики проводят мониторинг посевных площадок, теплиц, оранжерей. Один из таких рейдов состоялся в круглогодичном комплексе «Саюри». Инспектора проверили вредителей несколькими методами. Первый из них – визуальный метод. Далее использовали метод встряхивания. Также повесили клеевые и феромонные ловушки. По завершению обследования отобранные образцы, в том числе и ловушки, будут направлены на экспертизу в Иркутскую лабораторию. Мониторинг проводится с целью обеспечения защиты тепличных комплексов от возможного распространения заболеваний и вредителей, которые могут повлиять на урожайность и качество продукции. В случае обнаружения карантинных объектов будут проводиться мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию выявленных очагов. Здесь заложен феромон, на который прилетают взрослые особи томатной моли, и на клеевую основу они прилипают. И потом уже мы отправляем в лабораторию, и где выявляют, томатная моль это или нет, ну именно вид карантинного объекта.
В Верхневилюйске после закрытия переправы каждый раз весной и осенью проводятся рейды. В составе административной комиссии сотрудники ГИБДД, ГИМС, службы спасения, таксисты совершают стыковку по обе стороны реки. Пассажиры переходят реку пешком. Через несколько дней здесь начнут работать аэроботы, которые подписали договоры с администрацией. По приказу установлен тоннаж, мы уже на рейды, уже совместные рейды делали. Там уже 11 протоколов по 9-10 капорсия сделали. Сейчас, в данное время, со вчерашнего дня, вот погода уже теплая, поэтому у нас лед уже, структура льда хрупкая. Толщина льда около метра. Пешеходам пока разрешено. Риски прорывы дамбы на реке Матты в горном районе минимальные. Об этом сообщают специалисты района. В конце 2023 года во время ледостава был произведен выброс воды с водохранилища. Работы, производимые в октябре и ноябре, также снизили уровень воды на 1 метр 10 сантиметров, что позволило уменьшить запас воды примерно на 700 тысяч кубов воды. По прогнозам, дамба имеет запас водоизменений по объему на 1 миллион 200 тысяч кубов воды. С началом половодья реку устанавливает ежедневный наблюдательный пункт. Работает бригада центрального филиала управления мелиорации. В данное время сейчас закончили сварные работы швов внутри труб и еще углубление сооружения ледозащиты усилили. Устанавливаем морозильные установки, 33 штуки. В данное время установили 18 труб. Так что через 5-6 дней закончим, и водохранилище Матта готово к пропуску весенних паводковых вод. Жители Якутии призвали сделать прививки от клещей. Специалисты подчеркивают, лучшая защита от клещей – вакцинация. Напомним, в прошлом году территории 4 районов Якутии были признаны эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Речь идет об Алданском, Нерюнгринском, Ленском и Алекнинском районах. В Роспотребнадзоре отметили, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения России проживающим на эндемичных территориях нужно пройти вакцинацию от опасного вируса. Также прививку нужно пройти прибывшим для работ, связанных с высоким риском контакта с клещами. Вакцинация проводится двухкратно, минимальный интервал между первой и второй прививками – 1 месяц. Через год после этого проводится ревакцинация, последующие каждые 3 года. Утро Якутии мы встречаем сегодняшний день, 24 апреля. И на сегодняшний день, к слову, Министерством внутренних дел Российской Федерации предоставляется 33 государственные услуги, 15 из которых реализованы на едином портале государственных услуг, 9 наиболее востребованных оказываются в многофункциональных центрах. Для получения доступа ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются Министерством внутренних дел по республике Саха-Якутия, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Какие услуги и как можно получить, сегодня нам расскажет гость, заместитель министра внутренних дел по республике Саха-Якутия, полковник внутренней службы Владимир Климов. Владимир Александрович, доброе утро. Доброе утро. Ну и первый вопрос, наверное, будет такой общий. Да? Вообще, какие меры принимаются для граждан по улучшению качества и доступности предоставления государственных услуг? Ну, я скажу о том, что у нас в республике принимаются достаточно большие меры. Навстречу идет руководство самой республики. Недавно, в прошлом году, был открыт Центр по оказанию госуслуг в сфере миграции для иностранных граждан в торговом центре Алекман на объездном шоссе. Сейчас совместно с правительством республики решается вопрос о введении в эксплуатацию Центра оказания государственных услуг по линии безопасности дорожного движения и по линии миграции. Сейчас все эти госуслуги будут оказываться в одном месте. То есть не надо будет ездить по всему городу, и можно будет приехать в одно место, сдать все необходимые документы и получить необходимые справки. А вообще с графиком приема граждан по вопросу оказания этих услуг, где может человек ознакомиться? С графиком любой гражданин может ознакомиться на сайте МВД по республике, сайт 14.mvd.rf. Там есть полностью все справочные материалы, образцы заявлений и графики работы. Они всегда актуальны, мы их поддерживаем.
Ну, а можно прийти в любое время или все-таки лучше записаться предварительно? Предварительную запись лучше осуществить все-таки по телефону. Для этого необходимо, опять же, посмотреть на этом сайте номера телефонов, предварительно записаться. Человеку будет назначено время, будет определено, когда ему подойти. Вот мы уже сказали, что из 33 государственных услуг 9 оказываются в многофункциональных центрах, и, как мы понимаем, это, наверное, самые востребованные, популярные услуги. Что это за услуги и появятся ли другие услуги в дальнейшем, может быть, тоже в МФЦ? Ну, насчет, тут зависит несколько не от нас, а зависит все-таки от МФЦ, от возможностей МФЦ именно по развертыванию дополнительных услуг. На текущий момент времени у нас самые востребованные услуги, которые оказываются в МФЦ, это замена водительского удостоверения. Ну, многие водители, им проще ехать не в ГАИ, а в тот же МФЦ по месту пребывания. Замена паспорта гражданина Российской Федерации, замена заграничного паспорта, внесение в него изменений, регистрация по месту жительства, по месту пребывания. Можно получить справку об отсутствии немедицинского потребления наркотиков, справки на наличие отсутствия судимости. Ну, вот это вот наиболее такие востребованные. Можно иммиграционный отчет осуществлять именно непосредственно через МФЦ. А какая государственная услуга вот, наиболее востребована населения, да? У нас 3 наиболее востребованных. Это, как правило, справочные услуги. К примеру, у нас выдано за прошлый год более 145 тысяч государственных услуг по линии миграции. Это в вопросе регистрации по месту проживания и пребывания. По линии ГИБДД по замене водительских удостоверений более 100 тысяч таких услуг. И 90 тысяч, 97 тысяч справок об отсутствии наличия судимости. Но раньше, когда вот такой работы не было, именно по госуслугам, справок выдавали 5-6 тысяч в год. Вот сейчас уже 97 тысяч. Ничего себе, почти в 20 раз увеличение. Знаешь, статистика говорит сама за себя, да? То есть работа ведется не просто так, да? Востребована. Ага. Ну вот, а оставшиеся услуги, ну, какие-то из них перечислите тоже, чтобы понимать, да, какие еще возможности есть. Ну, дело в том, что очень много услуг. У нас 33 государственных услуги, которые требуют, часть из них требует все-таки того, чтобы человек пришел. Это та же постановка на учет транспортного средства, к примеру, в ГАИ, и различные другие государственные услуги по линии. У нас есть государственные услуги по линии незаконного оборота наркотиков. Это выдача справок по немедицинскому потреблению наркотиков. Там необходимо пребывать обязательно, ну, вот, либо через МФЦ. Но таких услуг очень много. Но вы сказали, что сейчас, в принципе, все услуги в одном месте на объездном, да? Нет, на окружном. На окружном. А там только по миграционному? Там исключительно регистрационный учет иностранных граждан. Но это тоже удобно, да, потому что действительно не всегда у них есть возможность, да, перемещаться по городу, да, еще незнание русского языка, да, это, конечно, затрудняет. И время так затягивает, сказать, да, сейчас можно получить все в одном месте, да? Да, там раньше подразделение трудовой миграции находилось на улице Ярославского, в центре города. Это были очереди недовольных иностранцев, потому что привозили работодатели своих работников, их необходимо было ставить. Это было в центре города, недовольство населения. Сейчас сделали благоустроенное, хорошо оборудованное место, объединили государственные услуги по линии трудовой миграции и миграционный контроль. Все в одном месте находится. В принципе, там вопроса очередей нет. Ну, Владимир Александрович, спасибо большое. Информация полезная, тем более, что столько услуг важных и каждый день, в том числе, опять же, замена водительских удостоверений, постановка транспортного средства на учет. Поэтому, я думаю, наша беседа будет полезна зрителям, самое главное. Но вам желаем, конечно, хорошего дня и успехов в работе. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а мы движемся далее. Мы продолжаем наш утренний эфир, и, конечно же, мы вновь приветствуем всех телезрителей, кто, возможно, только-только проснулся и присоединился к нам. В жизни каждого человека бывают такие моменты, когда приходится, несмотря на усталость и страх, боль и сложности, идти и добиваться своих целей.
Но есть люди, ежедневный девиз которых — выстоять, победить, собрать воедино всю силу духа, терпения и упорства и не дать болезни или иным жизненным трудностям взять над тобой верх. Сейчас мы вам расскажем историю о невероятной девушке по имени Виталина Бурцева, на судьбу которой выпало немало проблем и препятствий, но которые научили ее главному в этой жизни — быть счастливой. Эта история не про человеческое несчастье, не про жалость, а про железную волю и огромную любовь к жизни. Глядя на Виталину Бурцеву, первое, на что падает взгляд, это ее добродушные глаза и красивая улыбка. С первого взгляда даже не замечаешь, что у девушки бионический протез правого предплечья. В 2015 году у меня была электротравма, несчастный случай, и 3 месяца я лежала в ожоговом отделении. В 2015 году в декабре вышла из больницы, и тогда еще у меня рука не ампутированная была. Это ходила лет 5, и в 2021 году в ноябре в Питере мне сделали ампутацию. Несмотря на жизненные трудности, сильная духом девушка решила не сдаваться и идти вперед, несмотря ни на что. Травма ей не мешает жить полноценной жизнью, работать, заниматься спортом, а протез с микропроцессорным управлением, который Виталина выиграла в конкурсе по моторике, ей в этом помогает. Бионический протез, который функционирует при сгибании и разгибании мышц. У него 8 жестов. По функциональности протез практически заменяет ей руку. Он позволяет девушке выполнять повседневные задачи, например, печатать на клавиатуре или держать ручку. Пока другие придумывают себе оправдания, Виталина просто берет и делает. С 2018 года девушка профессионально занимается спортом и даже заняла 1-е место в Якутии и 3-е место в России в соревнованиях по толканию ядра. Этот вид спорта требует от спортсменов не только силы, но и координации, баланса, а главное — техники. Каждый день Виталина посвящает тренировкам и не собирается останавливаться на достигнутом. Я продолжаю жить, продолжаю заниматься. Я себя чувствую как обычный человек, не чувствую себя инвалидом. История Виталины действительно завораживает и в очередной раз доказывает, что для человека не существует преград, если он силен духом и не готов пасовать перед жизненными трудностями. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Вот на самом деле можно 2 вещами восхититься сейчас. Это, во-первых, достижением медицины мировой, что вот появляются такие технологии, позволяющие людям, несмотря на какие-то подобного рода ограничения, ни в чем себе не отказывают. А второе, конечно же, восхищают люди, у которых есть удивительная способность это достигать желаемого, если действительно человек хочет, невзирая на разные обстоятельства, он к этому обязательно придет. Ну а новые технологии не стоят на месте, как мы уже сказали, и не только медицина это касается разных сфер жизнедеятельности человека, в частности дополнительного образования. Технологии позволяют ребенку упростить его жизнь, узнать множество интересного, а также обучить чему-то, развлечь в необходимый момент. И благодаря развивающимся технологиям ребенок может увидеть что-то новое, познать что-то трудное и научиться чему-то прекрасному. Так, например, в Хандыке в детском саду «Мишутка» 3-й год ребята старших групп занимаются в лего-кружке, разрабатывая творческие проекты. И результат не заставил себя ждать. Юные инженеры детсада «Мишутка» поселка Хандыга уже с малых лет знают, что такое циклоны в котельных, транспортировка, очистка. А все потому, что они создатели проекта, посвященного полезным ископаемым, в частности, добыче каменного угля. Над своим творческим проектом ребята со своими тренерами Юлией Сивак и Жанной Пасечник трудились целых 7 месяцев. В итоге заняли 1-е место в юбилейном национальном чемпионате по робототехнике «Красноярск 5.0». Ходили на экскурсии, посещали, в музей ходили, в котельную, на нефтебазу. Дети узнали, как транспортируется уголь, для чего нужны циклоны. Весь этот материал нам пригодился в создании нашего проекта. Тема сезона чемпионата этого года – «Сокровище недр». Поэтому малыши задумались над решением актуальных вопросов поселка Хандыга. Это загрязнение экологии из-за котельных на угле и мазуте, бродячие животные. Маленькие исследователи предложили решить проблему с помощью вышки, которая будет орошать территорию разреза и подавлять пыль. А также в проекте они предусмотрели питомник для бездомных животных.
Хандагу будущего они видят чистым, комфортным и удобным, где все здоровы и счастливы. Лего развивает мелкую моторику рук и мозг. И я мечтаю построить из Лего дом для мамы. Хандагские будущие инженеры стали победителями в номинации «Лучшие инженерные тетради» по направлению Лига открытий. Тренеры и ребята говорят, что это были 3 самых тяжелых, но счастливых дня. Защита проектов, тестирование на знание теории, игра роботов, экскурсии, игры – все серьезно и по-взрослому. Мария Винокурова, Хандага, Тамбонский район. Сегодня, 24 апреля, отмечается интересный праздник – День джинс. Вообще, джинсы – это самый популярный и незаменимый житель нашего гардероба. Они не привязаны к полу, возрасту, достатку и даже к социальному статусу. Пожалуй, это самая универсальная вещь, которая вписывается в любой стиль. Давайте немножечко обсудим несколько интересных фактов о тех самых джинсах. Да, ну, очевидно, должно быть всем, что на планете нашей не существует страны, вообще, в которой люди никогда бы не носили джинсы. Вот. Что еще? Придумал их Левай Страус в 1860-х годах. И изначально это была одежда для шахтеров и других представителей рабочего класса. В нашей же стране джинсы появились в 60-е годы 20 века. В то время молодые люди в джинсах, кстати говоря, их выгоняли с уроков, из театров и ресторанов. Да, синий цвет джинсам дают красители. Выбор цвета обусловлен исключительно ценой. Именно индиго считается самым дешевым красителем. Ежегодно производится около 7,5 миллиардов футов джинсовой ткани. Крупнейшую в мире пару джинсов размером с 22-этажный дом создали в 2019 году сотрудники чилийской сети универмагов. Да, самая дорогая пара стоила $60 тысяч. Это оригинальные 501 Левай Страус 91 года выпуска. Именно столько выложил за них в 2005 году японский коллекционер. И если же раньше, допустим, да, в 60-е годы 20 века у нас в стране выгоняли в джинсах, да, с уроков и театров, то сегодня во многих крупных компаниях современный дресс-код позволяет носить джинсы как в офисе, так и в сочетании с жакетами и строгими аксессуарами. Да. Ну, собственно, Паша, ты тому яркий пример, потому что ты очень любишь находиться в утренних эфирах в любимых джинсах. Я просто люблю джинсы, не только находиться. То есть сегодня твой праздник? Возможно, именно благодаря джинсам я могу любить находиться в утренних эфирах. Но это как бы вопрос для другого обсуждения. Ну и давайте продолжим тему вообще моды и гардероба. Да, конечно. Пальто – это один из самых элегантных видов верхней одежды, придающий образу хозяина, знаешь, такой стиль, солидность и респектабельность. У тебя есть пальто в гардеробе? Нет. Но пора бы, наверное, задуматься, чтобы обзавестись, потому что все-таки это не просто необходимая вещь в современном мире, это еще очень удобно и практично. Ну, тем не менее, мне кажется, к чему душа лежит, то мы в целом-то и носим. Вот. Ну и в целом история пальто тоже, да, интересная, это тоже почти как с джинсами. Не сразу был элегантный, изящный предмет гардероба верхней одежды. Это была крестьянская была одежда. Да, это крестьяне работали в пальто на полях. Ну, то есть тоже рабочая одежда была? Да, вид тогда у него был, конечно же, немножечко иной. Это был просторный плащ с большим капюшоном. Да? Ну и, кстати, в России тоже есть своя небольшая история пальто. Его прообразом считается такая одежда, имеющая длину вплоть до пят, да, подпоясывающую таким поясом, да, что-то в виде кафтана или полушубка. Да. Потом позже, конечно, ее модифицировали, и получилось пальто. Да, и тем более сейчас их огромное множество. И вот как себе правильно подобрать этот элемент гардероба, да, давайте узнаем. Доброе утро, меня зовут Люба Платонова, я стилист и персональный шопер. В Якутске уже настала весна, и сегодня мы поговорим на полезную тему, как выбрать идеальное пальто. Ну и первое, с чем стоит определиться, это, конечно же, цветовая гамма. Если это ваше первое пальто или то, которое будет являться основным и базовым, выбирайте спокойные оттенки. Бежевый, черный, серый, молочный, потому что их легко сочетать с любым гардеробом, и лучше поменять какие-нибудь аксессуары, яркий шарф, сумку, перчатки, шапку, нежели чем красное пальто, которое будет надоедать через буквально пару недель.
Обязательно смотрим на состав пальто, потому что если там будет одна синтетика 100%, то ничего греть вас не будет. В составе обязательно должна быть шерсть. Например, у данной модели 70% шерсть и вискоза 15% полиэстер. Полиэстер и вискоза не дает ткани расползаться, но хорошо будет держать форму, а шерсть будет греть в самую холодную погоду. Ну и при этом натуральные составы будут долго служить вам не придется менять это пальто каждые 2 года. Если вы не меняете размер, будете носить 10 лет, а то и больше. Если вы правильно выберете состав пальто, и оно будет натуральным, например, кстати, это бывает и альпака, не обязательно шерсть, альпака тоже максимально ноская, приятная ткань, которая хорошо греет в любую погоду, то выберите, пожалуйста, классические модели. Это может быть пальто-халат или двубортное пальто. Эти виды не выходят из моды практически никогда, поэтому вы легко сможете носить его из сезона в сезон много-много лет. Многие совершают ошибку, покупая пальто прямо размер в размер. Все-таки между телом и изделием должен быть такой небольшой воздух, потому что, во-первых, мы носим пальто иногда с какими-нибудь пиджаками, свитерами или какими-то другими вещами, во-вторых, смотрится это все непрезентабельно, поэтому небольшая прослойка воздуха между вами и пальто обязательно. И напоследок определимся с длиной. Если вы постоянно за рулем или же не любите какие-то длинные изделия, выбирайте вот такие укороченные пальто. Смотрится интересно, классно миксовать и с брюками, с джинсами, с юбками, с платьями, будет смотреться хорошо, но и при этом вам будет комфортно. Ну а если хочется чего-то более классического, можете выбрать такие вот средние, усредненные пальто. Кстати, ростовка, в принципе, у нас везде в магазинах усредненная, от 170 сантиметров. Ну или для самых отчаянных модниц, это может быть пальто прям практически до самого пола. Ну, конечно, в таком ходить не очень удобно, но зато очень красиво. Желаю выбрать вам свое идеальное пальто, ну и, конечно же, не забудьте об аксессуарах. Яркий, красивый шарф у лица всегда добавит яркости и игривости. С вами была Люба Платонова. Всем пока! Ну а пока мы разбирались в том, как нужно выбрать правильно пальто, собственно. Да, в Казахстане в это время завершились Дни Якутии. Вот так вот. Две вещи как будто бы связанные. Да? Очень большая культурная программа была, много чего Якутия показала, представила там. И наша коллега Надежда Саханская прям вот из первых уст сейчас нам расскажет, как вообще это было. Выставка не случайно называется «Культ коня», поскольку у тюркских народов что тогда, что сейчас лошадь считается очень почитаемым животным. Вот, например, комплект верховного конского убранства автора Константиновой Дарьи. Выполнено все в технике кбытык, а применены здесь сукно и кожа, что передает традиции народа Саха. Посетители выставки смогут посмотреть эксклюзивные авторские работы мастеров декоративно-прикладного искусства Якутии. А если вдаваться в историю, то идея создания экспозиции возникла еще в 1989 году в Москве во время выставки «100 мастеров Советского Союза». Со мной приехали 14 человек, все мастерицы и мастера, которые как раз все являются народными дипломатами. Да, когда народы, когда мастера дружат, да, дружат и страны, и континенты. Большой популярностью пользуется и вышитая карта Якутии, созданная творческой группой «Содружество». Авторы через художественные образы отражают многообразную, самобытную и своеобразную жизнь коренных народов Якутии. Здесь мы говорим и об экономическом потенциале республики. Здесь мы говорим о процентном соотношении всех народов, которые проживают, а их у нас проживает 135 национальностей. Ну а дальше уже в художественно-пластическом движении мы уже рассказываем, как они живут, чем живут. Есть и зона сокровища Якутии. Здесь представлены эксклюзивные авторские работы мастеров ювелирного искусства, образцы из коллекции собрания сокровищницы Республики Саха. А центральное место занимает россыпь бриллиантов. Я увидела не только сокровища Якутии, я увидела народное творчество, я увидела ценности Якутии, что даже прочитав историю, что лошадь — это настолько святое животное, да, что миссия лошади — провести человека в другой мир, в тот мир провести. И очень много узнала на выставке, познакомилась с местными жителями, вот кто приехал, да, с Якутии. И огромное спасибо, что вот такие дни проходят у нас.
в Казахстане есть возможность прикоснуться к другой культуре, узнать вообще, как вы живете, что у вас ценного и чем мы можем делиться друг с другом. Безусловно, выставка уникальна по своему формату, поскольку здесь представлено 4 раздела. И эти разделы показывают разные направления искусства. Всего же желающие могут увидеть свыше 100 экспонатов из сокровищниц Якутии. Выставка будет работать в Национальном музее Казахстана до 1 мая. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Астана. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В Якутии добыча серебра выросла в рекордные 5 раз. За 3 месяца текущего года добыты 73 тонны серебра. Это в 5 раз больше, чем за прошлый год. Достичь рекордного показателя удалось благодаря началу эксплуатации месторождения «Прогноз», которое разрабатывает компания «Полиметалл». Также в прошлом году запущена обогатительная фабрика в Верхнеминкаче в Тампонском районе. Команду запуска дал глава Якутии Айсен Николаев. Фабрика будет производить свинцово-серебряный и цинковый концентрат. Сам проект позволит создать для якутян 800 новых рабочих мест, а также дополнительные налоги в бюджет Тампонского района и Якутии. Киви признала убыток от обесценивания проданных российских активов в 14 миллиардов рублей. В этом году компания дополнительно признает убыток от выбытия этих активов в 23 миллиарда рублей. Киви в конце января продала российские активы, консолидированные под АО «Киви». Цена сделки составила около 24 миллиардов рублей. Центробанк России 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Агентство по страхованию вкладов оспаривает эту сделку в российском суде. Вопросы изменения климата и деградации вечной мерзлоты обсудили на заседании Совета старейшин. В его состав вошли члены научного сообщества, депутаты, представители государственных учреждений и учебных заведений. Ученые надеются, что в ближайшем будущем закон о сохранении многолетней мерзлоты будет принят и на федеральном уровне. Закон о вечной мерзлоте, он это был из-за того, что сейчас в связи с потеплением климата вечная мерзлота сильно нарушается, начинает деградировать где-то. И поэтому, чтобы предотвратить как-то такой бесконтрольный ход, в общем-то, была принята инициатива, что именно принять закон, чтобы как-то правовым образом отслеживать и регулировать это действие. Новые методы лечения вирусных гепатитов обсудили во время двухдневной работы гепатошколы. Семинар проходит в 23-й раз и призван рассказать о профилактике и скрининговых программ по лечению различных форм и видов заболеваний печени. В настоящее время по всей стране придерживаются единые программы по снижению заболеваемости вирусных гепатитов, в рамках которой увеличен охват пациентов, страдающих этим недугом. Она как раз направлена на то, чтобы повысить уровень знаний среди нашего врачебного сообщества в вопросах вирусных гепатитов. Особенность именно этой региональной школы – это весьма любопытный опыт, которого, скорее всего, в России не так много. И с точки зрения выявления, и с точки зрения диагностики и мониторинга за пациентами с хроническими вирусными гепатитами. В Якутии стартовал региональный этап первого чемпионата высоких технологий. 25 студентов в течение 3 дней будут соревноваться за звание лучших в 5 высокотехнологичных компетенциях. Победители представят республику на межрегиональном этапе, который состоится в мае-июне этого года. Чемпионат пройдет на площадках 2 колледжей по компетенциям: разработка виртуальных миров, разработчик мобильных игр, специалист по анализу данных, цифровые возможности для бизнеса. Финал чемпионата высоких технологий пройдет в сентябре в Великом Новгороде. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. В 28 субъектах России установлены дополнительные ограничения курения табака. Практически во всех этих регионах не допускается курение табака на остановках общественного транспорта, а также в расстоянии около 10-15 метров от них.
Как обстоят дела у нас в республике, узнаем у нашего гостя, народного депутата Республики Саха-Якутия Татьяны Шаровой. Татьяна Борисовна, доброе утро. Доброе утро. Вот, Доброе. Ну, сразу заявили, какой закон у нас в республике действует в отношении курения в общественных местах? Но на сегодняшний день у нас в республике действует общероссийский закон, который запрещает нам курить в определенных местах, локациях. Это общественные здания, это транспорт общественный и очень много, да, там детские площадки и прочие локации, в которых курить нельзя. Мы уже к нему привыкли. Вообще он действует с 2013 года. А наши избиратели, конечно, обращались, потому что, вы правильно сказали, в 28 субъектах уже есть локальное законодательство, которое говорит о том, что есть еще дополнительные места, где есть запрет курения. Поэтому Постоянным комитетом по охране здоровья, реализуя указ главы республики, который был в прошлом году, подписан в декабре об укреплении нашего общественного здоровья, о развитии системы здравоохранения, вот Постоянным комитетом под руководством Светланы Николаевны Давыдовой подготовлен новый законопроект, наш уже, местный, республиканский, который тоже будет ограничивать определенные места курения. Так, сразу возникает вопрос, что нас ждет? Что добавляют в этот закон, да, либо что убирают, либо какие изменения будут? Убрать из этого закона, конечно же, ничего нельзя, а вот добавить нам разрешено. Поэтому, ну, опираясь на опыт других субъектов, мы добавляем две локации. Первая – это остановки общественного транспорта и 15 метров вокруг них. То есть это важно, потому что ну, и дети, и любые люди стоят на остановке, и люди продолжают на них курить. Этих мест нет в ограничениях на сегодняшний день. А вторая локация – это парки, где тоже запрещено будет курить, но это можно будет делать в специально отведенных местах. Да. Ну вот, кстати говоря, про специально отведенные места, появится ли тогда норма закона, допустим, что вот, там, администрация парка обязана установить эти места? Администрация парка будет принимать сама такое решение. Ну, я думаю, что посещение парка для всех важно, да, и любой гражданин Российской Федерации, да и у нас в республике, конечно же, это тот человек, который должен приходить в парк, должен проводить там время. Но если он курит, значит, для него должно быть какое-то место. Я думаю, что все организуют такие места, тем более парк – это достаточно большое место, где можно комфортно, достаточно это сделать. Местечко найти можно. Найти можно, да. Татьяна Борисовна, а все же, когда же вступит в силу-то этот закон? Поправки эти. Вчера у нас был первый день пленарных заседаний, и как раз мы закрыли день рассмотрением вот этого законопроекта в первом чтении. Он принят депутатами в первом чтении, но, конечно же, он тоже вызвал массу любопытства, массу вопросов, много мы обсуждали его, но при этом, конечно же, вообще закон об ограничении курения в определенных локациях, ведь это не ограничение прав курильщиков, по большому счету. Это воспитание подрастающего поколения. И на самом деле в Российской Федерации на сегодняшний день уже есть статистика о том, что курильщиков становится меньше. То есть мы должны сказать о том, что тот закон, который был принят 10 лет назад, конечно же, имеет место быть, и он работает. Но подрастающее поколение, мы с вами знаем, кто такие подростки, правда? Кстати, в этом законе не только курение табака, но и никотиносодержащей продукции. Просто я сейчас подумала о тех новшествах, которые сегодня есть. Да, и технологиях, они тоже запрещены. Да? Несмотря на то, что как бы мы знаем, что подростки увлекаются этими вещами, но мы должны показывать пример. Да и вообще, собственно говоря, мы все сейчас живем в то время, когда мы заботимся о здоровье, когда мы по-честному охраняем, да, здоровье друг друга, мы говорим детям о том, что это очень важно. И ну, средний возраст живущих он увеличивается. Ну, кстати, наблюдение такое уже жизненное, что вот с вводом закона еще в 2013 году, да, о запрете в общественных местах, вот сейчас вводится, допустим, пункт о том, что на остановках общественного транспорта нельзя употреблять никотиносодержащую продукцию. И все равно за эти 10 лет до ввода этого закона было уже заметно, как люди нет-нет, они от остановок отходили сами в сторонке где-то там. На автомате это было. То есть, да, как-то уже на уровне. Да, и в парке, мне кажется, сейчас редко встретишь кто-то, чтобы вот так вальяжно хорошего тона, во-первых, а во-вторых, как-то не очень удобно уже становится людям это делать вот так публично. Это очень круто. Но если все-таки будут возникать нарушения, да, как их фиксируют, не будут же там у каждой остановки стоять, знаете, человек, который будет вот стоять и контролировать, кто курит, кто не курит, да, и, соответственно, в парке то же самое, да, и какое наказание понесет человек, который все-таки
осмелится это сделать? Следующий шаг в нашем республиканском законодательстве — это, конечно же, внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях республики. Но вы правильно говорите, конечно, не будет стоять специальный человек на каждой остановке общественного транспорта, но при этом обратиться в органы, конечно же, можно. Составляется административный протокол, фотофиксация допустима, ну, как и сейчас, да, по тем локациям, которые сейчас действуют. Это можно. Очень много случаев, допустим, по подъездным курильщикам, когда обращаются жильцы. То есть составляется административный протокол органами полиции. Но при этом еще и муниципальные административные комиссии наделены такими же полномочиями. То есть в случае, если гражданину нужно заявить о том, что его права были нарушены вот такими действиями, которые сейчас поименованы в законе, то, конечно же, он может это сделать. С предоставлением, получается, если мы говорим про обращение уже постфактум, скажем так, с предоставлением фото-видео какого-то подтверждения. Можно вызвать, конечно же, полицию на место, если это парк, и если никак не удается там договориться, либо человек вот сильно считает, что его права нарушены, конечно. Но в любом случае дружины и прочие, которые будут все равно курсируют по городу, они могут фиксировать эти нарушения самостоятельно. Татьяна Борисовна, а есть ли еще какие-то локации, о которых велось обсуждение, да, но, собственно, может в будущем, да, тоже вот к нашим таким локациям, где нельзя курить, добавится еще? Пока дополнительных, конечно, таких разговоров не было. Мы считаем, что опыт наших соседей нужно перенимать, смотреть на него и как бы, конечно, принимать. Но если есть такие предложения у наших избирателей, пожалуйста, мы рассмотрим, конечно. В целом, на самом деле, почти все основное, все основные точки уже законом перекрываются, мне кажется. То есть там уже добавить нечего особо-то. Ну, вообще, да. Ну вот смотрите, есть, конечно же, разные, да, все равно, как ни крути. Есть общественное место, бизнес-центр какой-то, а есть ну, такие места, где вообще курить невозможно. Это, допустим, детская площадка. Соответственно, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает самый высокий штраф на детских площадках до 3000. Татьяна Борисовна, спасибо за беседу интересную. Вот, собственно, если кто-то злой привычкой этой нехорошей злоупотребляет, теперь знаете, что меньше места осталось, где можно это сделать. Да. Ну а вообще лучше займитесь здоровым образом жизни, берегите себя и окружающих. На этом «Утро Якутии» подходит к концу. Мы увидимся уже завтра в 7:00 на телеканале «Якутия-24». Хорошего всем утра, продуктивного рабочего дня и отличного настроения.